Ой. Köl. Evet. To'tarmoq eshitganingiz bordir. Yozirsiz menga ham Instagramda. Маленький гусята. Рахмет. Хайрлы күннәр, дусларым, матурларым. Всем добрый день. Знакомьтесь, это Адель. Адель сотрудник организации, просто сотрудник. Он сейчас вам все расскажет. Будет интересно. Всем здравствуйте. Мы сейчас посетили прекраснейшую ферму. Занимаемся разведением птицы, а именно гуся. На сегодняшний день мы располагаем 10 тысячами поголовья маточного стада гусей. Порода, кстати, Линда, чистокровная. Было завезено, не скажу откуда. Также основное направление наше — это выращивание от инкубационного яйца до производства мяса гусиного. Основное же направление все-таки это продажа суточного гусенка. Этот прекрасный желтенький, который вы могли наблюдать. Помимо этого были завезены очень красивые нетеля бурой шведской породы в количестве там 100 голов. На сегодняшний день мы также еще занимаемся производством сырого молока, которые уходят на переработку в город Казань для производства вкусных сыров, которые мы все с вами кушаем. Как мы вообще к этому пришли? То есть родная деревня. У меня здесь росла бабушка. Также Деватика здесь был, переехал. Ну, решили продолжить дело нашего хорошего знакомого. Что было до этого, что стало сейчас, ну, это прям небо и земля, да, наверное, можно и так сказать. Поэтому, еще забыл сказать, также у нас еще есть растениеводство, мы занимаемся выращиванием зерновых культур, то есть мы сами производим корма для своей же птицы, без всяких там пестицидов, гербицидов, то есть все чисто натурально. Тут у них маленькие барашки. Смотрите. Хорошо, что помимо гусей еще занимается живностью, да? Овечками, лошадками. Мне тут нравится позитив. Бэ. Бэ. Коровы интересной породы, я, к сожалению, не запомнил, когда Адель рассказывал. Но сейчас либо надпись появится, либо еще раз у Адели спросим. Смотрите, у каждого есть имя. У большинства. Кёль. Будем ждать. Вот или за кадром пущу сам где-нибудь, найду дорожку звуковую. Вот выходят такие звуки с этой колонки, чтобы другие птицы здесь не летали. Эй-хей! Эй-хей!
Ура, ура, привет. А это у нас самый центр. Тут у нас выводятся маленькие гусята. Маленький инкубатор. Все, ярый, ябылас. Рахмет. Міне, үзәгінде болдық енді. Сәне апа, бек зор рахмет сізге. Вот, смотрите. Продолжение обзора Атабаевского поселения, Атабаевского, я не знаю, мыса, назовем это так, да, мы все называем это Атабаевский мыс. Значит, когда был молодой, я, конечно, не такой старый, мы часто с друзьями сюда приезжали отдыхать, с братом тоже, и с родителями, и с бабушкой, с дедушкой. Шикарные места, то есть здесь можно и отлично покупаться, здесь можно отлично провести время с детьми, здесь можно отлично провести время людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, потому что здесь достаточно интересная локация в плане розы ветров. Здесь очень много летом приезжают кайтсерферов, да. У них даже можно чему-то поучиться. В общем, желание входить на этот пляж также осталось, только уже в более комфортных условиях. Соответственно, есть тема по развитию данной территории, строительство здесь территории глэмпинга. То есть, что это из собой подразумевает? Значит, небольшие домики, где семейные люди, молодежь с друзьями могут приехать шикарно отдохнуть на мягких кроватках. Доступные вещи в плане там душа и сходить по нужде, а не как это мы в детстве ходили. Но тоже было весело. В общем, вот эта вот вся территория, которую сейчас здесь видите, она должна быть, грубо говоря, обустроена небольшими домиками, где вы в принципе можете приехать и в принципе шикарно отдохнуть, посмотрев на прекрасную нашу, река Волга, река Кама. Здесь в принципе они сливаются, и поэтому здесь просто такой шикарнейший вид, что вы можете не видеть даже горизонт, и вам будет всегда казаться, что вы находитесь на море. Поэтому у нас на том берегу есть такое понятие, как Камское море, а у нас есть Атабаевское море. Поэтому данная тема нам показалась интересной, и в принципе надеемся, что в ближайшее время мы данный проект реализуем, куда вы можете приезжать со своей семьей, отдыхать, наслаждаться, гулять, посетить нашу ферму, покормить лошадок. В дальнейшем мы там планируем развивать тему покатушек на лошадях. Вот зимой мы планируем сотрудничать с Казанским ипподромом, они нам помогут определить лошадь, которая более-менее будет готова к обучению, и обучать, и потом уже, надеемся, на следующий год будем здесь детишек катать. Поэтому, в принципе, Атабаево, это почти мой второй родной дом. Точнее, уже первый родной дом, я уже переехал сюда и, в принципе, ощущаю себя там сельским жителем. Мне, в принципе, все нравится, я вообще ни сколечки не жалею о том, что переехал из города. И вам чего советую. В общем, друзья, знакомые, незнакомые, друзья незнакомых и все, кто вообще, в принципе, есть на этом мире. Приезжайте к нам в гости в село Атабаево. Здесь просто шикарнейшие места. Здесь можно покормить лошадок, сфотографироваться с барашками, потрогать гусят, посетить ферму, пообщаться с коровками, поиграться с коровками, покормить коровку. Да вы можете сделать все. Посетить наш прекрасный пляж, душевно отдохнуть. Зачем вам эти городские суеты? Здесь можно просто расслабиться и отдохнуть. Поэтому всех вас ждем сюда в гости. Пожалуйста, приезжайте, здесь будет очень классно. Всех ждем. Хотелось бы подытожить, сказать большое спасибо Аделю. Замечательный человек, замечательная семья, замечательная история. Я восхищаюсь такими людьми. Слов нет.
с каждой поездкой горжусь, что у меня есть уникальная возможность познакомиться с ними, пообщаться, зарядиться их энергией. И если вы это видео смотрите первый раз, обязательно пересмотрите предыдущее видео. Было классно, классное путешествие. Атабаевские гуси. Супер. Спасибо большое. Атабаева красота. Кстати, приезжайте сюда отдыхать. Адель уже говорил. Очень классные места. Всем пока-пока. Лайки, подписки. Я вас люблю. Пока-пока.